уважаемые телезрители, радиослушатели, в эфире телепередача «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким, со мной также мои коллеги Михаил Эверстов и Мария Сунхалырова. В январе в Якутии стартовал уникальный проект «Мобильный хирургический центр». Проект реализуется в рамках стратегического указа главы Якутии Айсана Николаева о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения в регионе. Теперь у жителей республики появилась возможность получения плановой хирургической помощи на местах, практически не выезжая из своих районов. И о работе мобильного хирургического центра нам расскажет главный врач Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Иван Сергеевич Иванов. Здравствуйте. Добрый день. Мобильный хирургический центр. Так прям, я хотела бы узнать. В январе вы уже начали свою работу, но в новостях мы прочитали, что вы уже несколько районов посетили. Совершенно верно. Опять же, возвращаясь в рамках указа главы, реализации указа главы о приближении медицинской помощи, да, и так далее, уже 16 января у нас состоялся первый выезд в Нерюнгринский район. Мы выбрали Нерюнгринский район специально, потому что это крупный район, с ним проще работать, учитывая, что данный вид оказания медицинской помощи в той форме, в которой он сейчас существует, он нигде ранее в Российской Федерации не использовался. Там есть определенные нюансы, и поэтому выбирали крупный район, Нерюнгринский, наиболее оснащенный. И 16 января уже бригада врачей, такая солидная, серьезная бригада врачей уже выехала и успешно там работала. За это достаточно короткое время мы посетили 4 района. Это Нерюнгринский, Алданский, Верхоянский район и Ленский. Да, сейчас у нас бригада работает в Нюрбе, прямо сейчас она работает. На сегодняшний день уже более 20 операций провели, более 7 эндопротезирований суставов сделали. Помимо прочего, там огромное количество операций, тоже, по-моему, порядка 20 операций сделали по нарушениям, переломом носа, когда перегородка смещена, что затрудняет дыхание в определенной степени и так далее. То есть, чтобы пациенты сюда не ехали, эти операции только мы можем сделать, да. И прочие консультации. Помимо прочего, хочу сказать, что называется он мобильный хирургический центр. Хирургический, потому что профиль все-таки у нас хирургический, в валовой части своей. Но, тем не менее, мы оказываем еще помощь консультативную. Мы проводим диагностические мероприятия, то есть эндоскопические исследования различные, УЗИ-исследования и так далее. И, собственно говоря, оказываем непосредственно хирургическую помощь, плановую хирургическую помощь, конечно же, и в случае, если пациент попадает к нам в наш период времени, да, и в противном случае он был бы направлен к нам просто-напросто, мы оперируем его на месте. Да, не выезжая. Не выезжая, но это надо попасть просто в этот период времени. Сейчас мы стараемся накрутить уже объемы, планы, то есть именно количество выездов. И начали мы именно с крупных районов. Не случайно начали с крупных районов, потому что количество жителей там просто больше, охват больше. Следующий у нас идет район, это Мирный. Горный район, и дальше уже. Тем не менее, мы не отказываемся даже от арктических районов. Да, на первом этапе это будут крупные промышленные районы, заречная группа районов. У нас много зависит еще от транспортной логистики. Река, когда встает, не встает. Сезонность. Можно проехать, нельзя проехать. Тем более, зачастую до райцентра доехать можно, а в райцентр приехать бывает невозможно. И больные где-то зависают в наслегах и так далее. Поэтому надо время выбрать такое идеальное для того, чтобы максимальный охват населения получить. И помимо прочего, крупных мы еще и мелкими бригадами сейчас стали выезжать, потому что, к примеру, Верхоянский район, в который мы выезжали, у нас выезжало два травматолога, потому что там появилось 4 больных с переломами плечевой кости, шейками плечевой кости, перелом голени очень серьезный, был еще чрезвертельный перелом бедра, по-моему, да, возрастная женщина была, самый молодой был, по-моему, 43 года, и все эти пациенты, по сути, должны были быть транспортированы в город Якутск. То есть 4 пациентов должны были прилететь к нам, мы должны были соперировать, каким-то образом они должны были вернуться обратно. Если 43 года это нормальный возраст, то 75 лет самая пожилая там была, то это уже проблема возникает. В данной ситуации проще было нам отправить двух травматологов в рамках мобильного хирургического центра и провести оперативные вмешательства нашими расходными материалами на базе Верхоянской центральной районной больницы. Пациенты все здоровые, довольные. Получается так, что эти районные больницы в центре, они оснащены всем медицинским оборудованием? Это очень важный момент по-настоящему, потому что
реализация вот именно мобильного хирургического центра, это, по сути, стал такой апофеоз, уже финал, да, развития центральных районных больниц. То есть, за последние годы центральные районные больницы в рамках развития первичного звена, здравоохранения первичного звена, они очень хорошо оснастились. У нас очень много компьютерных томографов по району. Раньше, вот лет 20-25 назад, 30, представить себе нельзя было, что компьютерный томограф будет стоять в районе. Вот, по-моему, в одном районе он только стоял там в Нерюнгри, насколько я помню. И, может быть, в Мирном еще. Ну, и все, собственно говоря, на этом. Но вот сейчас во многих районах, я даже боюсь вот как бы ошибиться в количестве, ну, там точно, я считал так, что-то больше 12, по-моему, 14 компьютерных томографов стоит по районам. Помимо компьютерных томографов, это лапароскопическое оборудование для малоинвазивных оперативных вмешательств, это наркозное оборудование, рентген-установки и так далее, и так далее. То есть, все это уже в районах есть. И, соответственно, выезжая в район, учитывая все-таки проблемы определенные с дорогами у нас, да, вести с собой оборудование очень сложно. Оно нежное, оно ломучее. Ну, вот, и если мы возили свое оборудование, не факт, что нам у нас доехало, образно говоря, да. Ну, вот, а здесь мы приезжаем, оборудование все есть, с собой берем. По оборудованию мы, конечно, берем с собой, но по минимуму, совсем мало. В основном это расходные материалы, лекарственные препараты, там, перевязочный материал и так далее. Вот, и все это стало возможным только благодаря тому, что центральные районные больницы у нас много строится больниц вообще. Да. То есть, да, я хочу заметить, что у нас, например, Вилюйская центральная районная больница, новый хирургический корпус построен. И у них даже не лицензирован для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Они у нас единственный район, кто лицензирован. Вот, но это новые объекты абсолютно, которые по новым стандартам выстроены и так далее. И в этих объектах, да, можно оперировать, и мы это делаем. И самый какой большой и жирный плюс самим жителям, да, они практически не выезжают. Тут это огромный плюс по-настоящему. И вот хотел бы сказать, что понятно, что категория пациентов, мы не всех можем оперировать в районе, есть категории, которые мы не можем оперировать. Тем не менее, есть пациенты. Вот такой случай в Алданском районе был, когда поступила женщина, как раз в момент, то есть за день до нашего приезда, то ли в момент нашего приезда уже с переломом шейки бедра. Женщина возрастная была. Перелом шейки бедра, понятно, он не срастется у нее самостоятельно. Это прямые показания к эндопротезированию сустава уже. Она поступила, у нее было отягощение в виде того, что у нее была слепота. Вот она дома сама за собой ухаживала, сама за собой следила. Но вот такое горе случилось. И учитывая, что она, по-моему, одинокая была женщина, вот с какими трудностями она столкнулась, получая при транспортировке в город Якутск, при обратной транспортировке и так далее. То есть, а здесь она на месте получила это лечение. И хочу заметить, что женщина-то среди всех оперированных нами пациентов в Алданском районе самая такая боевая оказалась. Уже на второй день она там на ходунки встала и пошла, когда все остальные ленились. Поэтому она большая молодец. Надеюсь, что у нее сейчас все в полном порядке. Да. Хорошо. И вот в этом моменте я хотела бы прямо сначала, допустим, все, приказ дали, да, нужно выезжать. Как начинается подготовка? Вообще, это большая подготовительная работа, потому что нам нужно определиться с категорией пациентов, которые в районе требуются. От района к району требования немножко разные. Приведу пример. Вот, например, в Нерюнгринском районе есть отоларинголог. Отоларинголог – хороший специалист. Он раньше работал во второй республиканской больнице, владеет всеми методами оказания медицинской помощи. И, по сути, он закрыл потребность лор-врача, скажем так. Да? В других районах его нет. В Алданском районе его не было. Там где-то еще районах нет. Соответственно, у них потребность у этих пациентов, и эти пациенты есть. Соответственно, мы формируем бригаду, исходя из потребностей конкретного района. Учитывая, что во второй республиканской больнице много профилей специалистов есть, от терапевтического профиля, кардиологи, неврологи, там различные и так далее, терапевты, плюс хирургический профиль, там, который нигде не встречается, колопроктологи, отоларингологи, челюстно-лицевые хирурги, нейрохирурги и так далее. Вот. И все они, в общем-то, могут включиться в эту бригаду. Помимо прочего, мы можем привлекать еще и врачей с других медицинских учреждений, что вообще расширяет круг работы мобильного хирургического центра. Просто пока мы до этого еще не дошли, но обязательно дойдем. Вот. И вот это формирование, оно происходит заранее, то есть пациенты обследуются, потому что это плановая операция, они обследуются на базе центральных районных больниц, определяются показания и противопоказания. Если противопоказаний нет, все, они готовы. Соответственно, мы набираем определенный пласт больных по разным профилям, травматологические, хирургические там, и так далее. Из этого формируется бригада. Бригада специалистов. У нас нет ограничения по количеству. Надо ехать, поедут 12 человек, надо поехать, поедут 5, там 2 и так далее. Помимо прочего, мы берем с собой еще и средний медицинский персонал. Без них никак. Да, потому что понятно, что в районах есть и операционные медицинские сестры, и анестезистки, но
специфика, она немножко другая. Длительность операции другая и так далее. Поэтому мы берем своих. Всегда берем своих операционных медицинских сестер, сестер-анестезисток. Это тоже профессионалы, большие профессионалы своего дела. И, помимо прочего, еще и очень часто, вот мы брали несколько районов, своих медицинских техников для настройки того или иного оборудования, чтобы это было быстро и оперативно, чтобы время не простаивало, пациенты просто так не ожидали. Ну, и у нас время ограниченное. Плюс ко всему мы даже айтишников брали для того, чтобы наладить сети там различные и так далее. То есть, все это у нас есть. Никто нас в этом не ограничивает, поэтому мы берем всех необходимых специалистов для того, чтобы начать работу вот с первого дня. То есть, как приехали, с первого дня до самого последнего мы стараемся максимальное количество людей охватить для того, чтобы все получили свою помощь, никто не остался недовольным. Помимо прочего, мы, вот кардиологи у нас выезжали, да, в Нерюнгринский район, неврологи выезжали. Они занимаются консультативной помощью, и оказывая консультативную медицинскую помощь, у нас куча, большое количество пациентов, я даже боюсь цифру сказать, были направлены для дальнейшего обследования и лечения на базе Второй республиканской больницы. Там различные состояния прединфарктные, которые вот уже скоро может случиться и так далее. Это вот практически в прединфарктном состоянии они ходят у себя там. Ишемическая болезнь сердца, это я так очень грубо назвал прединфарктным состоянием, да, но оно в итоге приведет. Рано или поздно, но в итоге лучше вовремя. Конечно, лучше заранее соперировать его и, собственно говоря, предупредить вообще, в принципе, развитие такого сложного заболевания, как инфаркт миокарда, который еще летальность определенную имеет. Поэтому эта категория пациентов направлялась просто к нам, и пациентам, ведь, понимаете, очень чисто по-житейски, очень хорошо. Он поговорил с врачом конкретного отделения, конкретной больницы, и этот врач назначил ему дату госпитализации. Так сказать, из уст в уста он его записал, и тот пациент уже довольный, без переживаний, спокойно едет к нам, приезжает, его ждут в этот день, он госпитализируется. Это касательно не только терапевтического профиля, это и хирургический профиль, потому что есть категория больных, которых невозможно соперировать в районе. Грозные осложнения, прогнозируемые, сопутствующие заболевания. То есть, наличие реанимации нашей, желательно, да, наших операционных и так далее. И, конечно, этим пациентам мы отказываем, но не отказываем в оказании медицинской помощи. Мы их планируем на госпитализацию к себе сразу же. И они к определенной дате приезжают к нам, мы их госпитализируем и оперируем. То есть, эта категория пациентов тоже есть. Есть категория пациентов, которые у нас в рабочем таком порядке направляются к нам. Есть вопрос такой. Вот хорошо, все по плану. Вы определенно знаете, каких специалистов вы с собой берете. Но было ли такое, да, бывая в этих районах, что прям экстренно вы делали операции на местах? Потому что я в новостях читала, извиняюсь, что я вас перебила, в новостях читала, что ваши специалисты, бригада именно хирургического центра, спасли от инвалидности, на моем языке, на простом, от инвалидности жителей, и я не помню только какого района. Здесь в части экстренности это как повезет. То есть, если пациент появляется, все-таки центральные районные больницы, они заточены, и в том числе под экстренность, да, и они сами могут ее оказывать. Тем не менее, если вдруг оказался специалист на месте, он, конечно, поможет, и никаких вопросов это не возникает. Тем не менее, по результатам выездов наших, да, еще Нюрбу мы не посчитали, да, у нас 76 оперативных вмешательств, с них 62 пациента значительно улучшили качество своих жизней. Да? 62 пациента. 14 пациентам провели операции, которые являются, по сути, относятся к категории спасенных жизней. То есть, мы провели 14 операций, без которых пациент просто бы, в перспективе ближайшей, он бы не выжил. То есть, 14 жизней мы, по сути, своими выездами сохранили. Поэтому это такой очень важный момент. Это не только облегчение, приближение, скажем так, да, специализированной медицинской помощи. Это еще и спасение жизни. Потому что мы говорим, что вроде как будто у нас плановая медицинская помощь на первом месте. И она на первом месте, действительно, да. Но, тем не менее, эти экстренные пациенты, конечно, они попадаются к нам, да, и категория пациентов, которым, собственно говоря, спасаем жизнь. Помимо прочего, эндоскописты наши, например, да, при выездах, тут надо сказать, что мы выявили 3 рака, которые ранее не были диагностированы. То есть, это обнаружили конкретно наши врачи. При обращении пациентов, да, эти пациенты тут же были обследованы и направлены в онкодиспансер
для дальнейшего лечения, обследования и так далее. То есть тут комплекс задач по-настоящему решается, старается решиться, да. Вот. И я прекрасно понимаю, что второй республиканской больницы, ее выездной формы работы, скажем так, конечно, не хватит на всю республику, чтобы там безвылазно находиться в районах и так далее, да. Тем не менее, вот это приближение, и ведь это, я еще очень важный момент упустил. Это не просто оказание медицинской помощи на местах, это же, по сути, мастер-классы. Потому что наши хирурги ходят с хирургами центральных районных больниц, они им ассистируют и так далее, то есть они учатся. Мы не делаем ни одну операцию, по сути, в районах, которую нельзя сделать в этом районе. Вот. Их можно делать в этих центральных районных больницах. Другой вопрос, что зачастую надо одно дело знать, почитать в книжке, другое дело набить руку. Вот как эндопротезирование, например. Да? Я, как врач-травматолог, я хорошо понимаю, как его делать, но я ни разу его не делал сам. Вот. И понятно, что здесь нужно набить руку, как в любой другой профессии, специальности и так далее. По сути, это тоже в таком вроде искусства, да, правильно соперировать человека, правильно там отрезки там совместить там, и так далее, размеры, для того, чтобы это все дальше хорошо стояло и хорошо шло. То есть определенный опыт нужен, даже в какой-то степени интуиция нужна. Вот. Поэтому, конечно, вот в районах, когда объем пациентов не такой большой, то есть и, соответственно, опыт не так велик, как в республиканских учреждениях, которые заточены на это. В определенной степени, может быть, даже проще врачам направить пациента в специализированное учреждение для того, чтобы не допустить осложнений каких-то, возможно, возникающих и так далее. И здесь вот именно выездная работа республиканской больницы происходит как нельзя кстати. То есть, прямо как нужно, да. Вот. И потом же надо понимать, что у нас республика, она же огромная. Территориально, мы самый большой регион. Мы привыкли к этому, да, но когда выезжаешь в какой-то регион центральный, там мне говорят, там далеко ехать 100 километров, ребята, 100 километров это смешно, да? Что тут ехать? Пешком глаза закрыл, открыл уже. Вот, уже ты там на месте, да. Тут здесь расстояние, конечно, очень огромное, и тут здоровому человеку-то бывает тяжело добраться. И вот эта выездная работа арктической зоны, да, кто сейчас выезжает и так далее. Мы, соответственно, из хирургическую своей части взяли. Сейчас я знаю, онкодесант выезжает там и так далее. То есть много выездной работы, и она, это не столько для того, чтобы просто новость какую-то создать, это жизненно необходимо. Вот. Это та необходимость, которая должна быть. Помимо и это комплексный подход к решению задач, он абсолютно правильный. Здесь я поддерживаю и Министерство здравоохранения, и главу республики, потому что оснащать медицинские организации – это одно, строить это тоже хорошо, все, но в комплексе это дает определенный результат, потому что если нет выездной помощи, уже новое здание есть, нет специалиста, например, какого-то там, да, узкого совсем, который там, в общем-то, не нужен на постоянной основе. Но есть выездная медицинская помощь, которые приехали, специалист приехал, всех посмотрел и так далее. Потом это же не просто приехали, посмотрели, это и поддержка же в дальнейшем работы. То есть, мы приезжаем, даже наши друг у друга учатся, то есть, как лучше сделать здесь, как лучше организовать. А вот здесь, что у вас тогда, даже я, когда выезжаю, мы там с главными врачами общаемся, тогда, тем не менее, все равно в неформальной обстановке друг у друга подсматриваем определенные решения, как ты тут сделал, как ты тут сделал, я наверное, так же сделаю это у себя и так далее. То есть, это во всех отношениях плюсов и минусов я не вижу вообще никаких. Абсолютно. Вот опять же, смотрите, и тут же я знаю, я понимаю, что для жителей это очень важно, то, что вы приезжаете к ним, их обследуете на местах, выявляете там дальнейшее лечение на месте или туда дальше как у специалиста, все равно хочу спросить, для вас такие командировки же тоже важны? Они чрезвычайно важны. Это не просто потому, что захотели выехать и так далее, да, покататься по республике. Во-первых, мы в определенной степени снижаем нагрузку с республиканского учреждения. Потому что вот это первый фактор такой, да, республиканская больница, если от больных отойти, то республиканская больница, она чрезвычайно нагружена пациентами. Понятно, что мы экстренную помощь оказываем. Это определенная специфика, скажем так, оказания медицинской помощи. Помимо прочего, мы обслуживаем же всю республику. То есть, у нас, например, телемедицинских консультаций порядка 7 тысяч в год проходит. Телемедицинскую консультацию. То есть, мы консультируем всю республику по своим профилям. И направляем пациентов к себе и так далее. То есть, ожоговый центр наш регулярно выезжает. В составе центра санитарной авиации, например, наши специалисты выезжают. То есть, это конкретно там наши специалисты-травматологи, ожоговый центр там, и так далее. Здесь плановой помощью мы немножко снижаем себя нагрузку. То есть, пациенты не едут к нам, они остаются на месте. Уже огромный плюс. Второй момент – это, прежде всего, налаживание таких контактов, когда врачи наши выезжают разговаривать
называют врачами районными, они, возможно, никогда и не встречались даже, там, да, тем не менее, уже в какой-то формальной или неформальной обстановке они там вот какие-то ведут профессиональные беседы и так далее. Вот сейчас мы буквально на 4 минуты прервемся на рекламу, а потом дальше продолжим наш разговор. Мгм. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. В эфире передача «Якутск сегодня». У нас сегодня в гостях главный врач Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Иван Сергеевич Иванов. Мы продолжаем нашу беседу, и сейчас у меня вопрос. В ближайшее время в какие районы планирует поехать мобильный хирургический центр? Большой группой мы сейчас вот заканчиваем в Нюрнберге работать, и следующий район у нас крупный, куда большой группой поедем достаточно. Это будет Мирницкий район. Далее будет у нас Горный район. И уже вот буквально на днях у нас уже малыми группами сосудистые хирурги выезжают у нас в Нюрнбергский район. Там подготовили пациентов. У них есть ангиограф. Это, по сути, третья медицинская организация, в составе которой есть ангиограф. Это РБ-1, РБ-2. И вот Нюрнбергский, единственный из районов центральных районов, где есть ангиограф. Вот, и мы там вот уже второй раз будем выезжать и планируем дальше вот как бы наращивать этот темп. И травматологи у нас едут, по-моему, в Алданский район мелкой группы. Это вот на ближайшее время. Буквально вот, наверное, в течение мая месяца. Вот апрель, май зацепим еще немножко, и далее уже пойдем на заречную группу. Мы ждем, пока сейчас пройдет ледоход. Там Черопчинский район у нас в плане и так далее. Сейчас вот вопрос опять же, да, сейчас ваши коллеги-офтальмологи работают в подшефном городе Докучаевске Донецкой Народной Республики. До этого они работали в Кировском, и они вот периодически туда выезжают, там работают хирурги. Мобильный хирургический центр поедет? Ну, вообще, хочу вот заранее сказать, да, что наши врачи-хирурги, они уже выезжали туда в составе большой многопрофильной группы Министерства здравоохранения. Выезжали неоднократно, недавно буквально вернулись. Вот, поэтому как бы мы уже, по сути, выезжаем. Да? Вот, ну, так, чтобы именно мобильный хирургический центр выехал, такого еще, конечно же, не было. И здесь, в общем-то, я не вижу никаких проблем. Если потребуется, то мы все поедем. Ну, сейчас, да, я заметила то, что там сейчас вот большим потоком мы посмотрели видео, где Иван Луцкан встречается с пациентами, там прям коридор, но он полный, да, вот, и по информации, что там вот качественная, квалифицированная, причем бесплатная медицинская помощь, она вообще не оказывалась. Ну, на бумаге, наверное, оказывалось. Ну да, вот, ага. А представляете, как вас там ждут, да, тоже? На бумаге она, конечно, оказывалась. Там, ну, я знаю, что и до всех этих моментов, но это уже так, если всего отвлечься, там нет, там, конечно, пока не заплатишь, ничего ты не получишь. Вот. Вот. И так оно было там во всей Украине. И сейчас, конечно, для пациентов, я думаю, вот и когда офтальмологическая бригада выезжает, ну, большой шок вызывает, что такие дорогостоящие операции делаются абсолютно бесплатно. То есть за счет государства. И определенный шок однозначно у жителей вызывает это дело. И это надо продолжать, надо выезжать. Новые субъекты Российской Федерации, конечно, им надо помогать на данном сложном достаточно этапе. Нам тут сложно, а им сложнее там в 5-10 раз, наверное. Да, у них там оборудование советских времен еще вот, стоит. Поэтому, да. Надо будет выехать, мы обязательно выйдем. То есть, я думаю, что и сборы там у нас такие достаточно быстрые произойдут. Хорошо. И вот до начала передачи вы сказали так, то, что у вас пример, вообще, вот пример брать не у кого. Вы все, получается, по всей стране Да. такой работы не ведется. В таком формате, да. То есть, мы не говорим о мастер-классах, когда врач выезжает в какой-то там субъект Российской Федерации. Мы к себе часто приглашаем. Это другое, да? Это другое, да. Мы внедряем новые виды оказания медицинской помощи для того, чтобы понятно, что врачи ездили, учились. Но здесь, на нашем оборудовании, вот, показать, как это все вот работает, это одно дело. Другое дело, когда мы же выезжаем пациентам, мы не просто их оперируем, мы их ведем. То есть, до относительного выздоровления, то есть 5 там, сколько-то дней они находятся уже под нашим непосредственным шефством, далее передаются в центральную районную больницу. То есть в таком моменте этого ранее не было. Вот, и такой формат вот, оказания медицинской помощи. Потом мы же выезжаем со своими расходными материалами. Понятно, что ЦРБ не может обеспечить нас протезами, там, какими-то специфическими там,
расходниками, там, да, перевязочным материалом, там, чем-то еще. Здесь мы берем все это с собой. Понятно, что есть определенные требования финансовые. Я не могу тратить деньги там, на чужих каких-то там больных, скажем так, могу только на своих, поэтому мы разворачиваем свои койки там. Собственно говоря, свой расходный материал на своих больных и тратим. Далее переводим по выздоровлению уже в центральную районную больницу. Но, по сути, перекладываем с койки на койку, да, или на этой же койке оставляем. Вот. И более того, хочу сказать, что эти пациенты нисколько не теряются даже после отъезда наших специалистов, потому что они далее консультируются уже посредством телемедицины, если возникают какие-то вдруг осложнения или какое-то недопонимание, может быть, у специалистов на месте, они с нашими врачами сразу связываются именно с теми, кто оперировал, и эти вопросы все решаются. То есть, у нас пока еще не было ни одного перевода там, какого-то после осложнений там, да, в республиканскую больницу. Но я как бы не исключаю таких моментов. Это все-таки медицина. Вот. И эти все моменты у нас нами уже были внутри решены. Решения все уже выведены и так далее. То есть, здесь переживать не стоит. Вот. Хирург сам, скажем так, хирурги не очень любят оперировать, честно говоря. Оперируют только в крайнем случае. Да. В крайнем случае оперируют, да, когда уже другие способы исчерпаны. Вот. И поэтому пациентов никто, конечно же, не бросает после отъезда. Хочется узнать по участникам специальной военной операции. Ну, по специальной военной операции участник, конечно, у нас по решению Министерства здравоохранения, ну, это такая формальность, я бы сказал, да, все мы это прекрасно понимаем, у нас зеленый коридор, то есть они к нам обращаются, потому что понятно, что военно-полевая медицина, она от гражданской отличается, там другие приоритеты, там пациента быстро оперировать, быстро вывести, вот, и с последствиями, скажем так, лечения, ну, результатами отдаленными, да, вот им экстренно аспирировали их, но тем не менее, например, осколки. У нас очень много пациентов обращается именно с осколками, именно взрывные ранения, различные шрапнель летит. Крупные удалили, мелкие оставили. Они жизни не мешают абсолютно, скажем так, да, то есть не угрожают жизни. Пациент дальше идет в отпуск, там что-то еще, и уже были мелкие осколки, мы удаляем здесь у себя. То есть такие пациенты обращаются. Неврология, много там нейрохирургические больные, потому что та же ранение головы, например, и трепанация черепа гражданская, когда мы там делаем отверстие там, ну, небольшое совсем, да, для того, чтобы дефекта не было большого, оно отличается от военного. Военные там стараются максимально вскрыться, максимально открыть, чтобы... Потому что рана, это, как правило, там все-таки пуля летела, там, или снаряд летел, грязный весь попал, там, и так далее, на максимум все это убрать. Все это... И специфика ранения, она значительно отличается. То есть, ведение больных с огнестрельными ранениями, минно-взрывными ранениями, оно радикально отличается от каких-то просто порезов, там, и так далее. Где-то наткнулся что-то там... нож там или какой-то еще. Вот, потому что там и кинетическая энергия прилагается, и участок некроза больше, и инфекция, аэробная инфекция, то есть развитие ее во много раз выше, вероятность развития и так далее. Ведут открыто в основном эти раны и так далее. Почему такие рубцы вот там зачастую бывают деформирующие? Ну, потому что по-другому нельзя. Вот, получим кучу осложнений. Эти пациенты к нам обращаются, да. У нас были больные вот с крупными дефектами черепа, когда просто пол головы, вот пол черепа, его нету. Мы для этих больных специально заказывали в Питере на фирме титановые пластины, потому что обычные пластины использовать нельзя. Она очень большая, ее так не погнешь, скажем так, да, это напряжение будет внутреннее. Мы делали 3D-моделирование головы, направляли 3D-моделирование на КТ на фирму специальную, и она под конкретный череп, под конкретные особенности головы. Головы у нас всех разные. Вот. Делала огромную, такую большую, в половину вот головы практически, да, черепной коробки, пластину титановую с усилением там, и так далее. И вот мы на конкретного больного ставили. То есть, если это необходимо, и это, как правило, штучные такие варианты там, и так далее, мне приносят бумагу, я ее не глядя подписываю просто. Вот, потому что я считаю, что наши земляки, которые долг отдавали свой, отдают свой долг, да, жизнями рискуют своими, да, и погибают там, к сожалению, они, конечно, должны получать самую качественную, самую своевременную медицинскую помощь у себя на родине. То есть, тут вариантов никаких нет абсолютно. И разногласий, каких-то разговоров быть вообще не должно. То есть, поступил пациент, необходимо его положить, все, мы его ложим. И дальше уже с ним там дальше разбираемся. Хорошо. Тут я хотела бы по вашему медучреждению уточнить освоение новых новаций, там что-то, какие-то нововведения, вот это вот все. Ну, я так понимаю, конечно, с нашим... Тут, ну, если я начну рассказывать, на отдельную передачу надо. Вот, я люблю поговорить на эту тему.
Вот. Это же такой комплекс моментов по-настоящему. Да? Ну, вот я приведу пример такой. Да? Даже банальные вещи. Вот, тоже эндопротезирование. Да, мы увеличили количество эндопротезов в прошлом году в 2 раза. То есть, с 250 в среднем до 535 в 2023 году. А в этом году планируем сделать 800 эндопротезов. То есть, за несколько лет я приложу все усилия для того, чтобы ликвидировать очередь, которая возникла за годы. И, соответственно, мы ее уберем, и пациенты уже непосредственно... Сейчас уже время ожидания очень большое. Это порядка 6 месяцев, по-моему, всего. На тазобедренные суставы, около года на коленные. Вот. Но это же увеличить... И каким образом можно? Увеличить отделение. Ну, как его увеличишь? Да? В здании не вырастет ни в одну сторону. Вот, нужно операционно и так далее. Поэтому мы в свое время, я об этом как-то уже говорил давно, мы сделали у себя отделение реабилитации для больных с нарушением опорно-двигательной системы. То есть, пациенты, эти категории пациентов, которые к нам обращаются, которым делается протезирование, у нас ранее 14 не лежали, далее выписывались домой. Как говорится, дома разберешься. Да? Вот. А кто разберется, кто не разберется, это второй вопрос. Сейчас эти пациенты, ну, понятно, амбулаторное звено там работает и так далее, но, тем не менее, с дома как бы это все очень сложно делать. Сейчас эти пациенты через 5 дней переводится у нас в отделение реабилитации, где дальше продолжается перевязка, осмотр травматолога и так далее. С ними занимается уже лечебная физкультура, физиопроцедуры и так далее. Их поднимают, уже не учатся ходить, вставать и так далее. И, соответственно, и там еще 2 недели находятся. И после этого они уже у нас довольные выходят. Что мы добились? Во-первых, пациенту хорошо. Это прежде всего. Он получил реабилитацию и уже вышел на своих ногах домой. Вот, уже может там дальше далее вести свою активную жизнь. Второй момент. Мы разгрузили койки травматологические. То есть, мы сократили время пребывания пациента на койке травматологической. То есть, это для больных, кстати, очень важно. Да, он 5 дней полежал, мы его перевели. То есть, за 14 дней мы 5 пациентов. Раньше 1 пациент, сейчас 5, 3 проходит. Соответственно, оборот койки у нас увеличился. Соответственно, травматологи более интенсивно стали работать. Помимо прочего, такие решения, как, например, пациенты с переломами, не вот артрозами, а с переломами шейки бедра, чрезвертельными переломами возрастными, которым есть показания к протезированию. Ранее они госпитализировались, была такая как-то привычка. Они ложились, пока их обследуют, там, туда-сюда. Понятно, что контингент возрастной, начинается пневмония, восходящие инфекции там, да, и так далее. Человек ходил всю жизнь, а тут лег. Вот. Вот эти различные проблемы, полеты тромбов различные там ждем и так далее, кровофильтр устанавливаем. И в итоге получается так, что мы пациента уже соперировать не можем, потому что у него все осложнения, которые могли возникнуть, они уже возникли, потому что он лежит, не двигается. Поэтому этих пациентов, ну, где-то 80% примерно мы оперируем, потому что есть пациенты, которых невозможно соперировать в первые часы, мы оперируем в первые 2 суток. Вот, то есть, это у нас вот с прошлого года началась работа. И отделение травматологии, вот сейчас я об ортопедии говорил, сейчас отделение травматологии у нас в прошлом году, по-моему, 175 эндопротезов сделало. То есть, вот, ортопедия валовую часть, но очень сильно помогла отделение травматологии. То есть, эти пациенты более не встанут в очередь, они не будут стоять в очереди госпитализироваться повторно. Они получили травму, легли, соперировались, выписались. Все, мы про них, образно говоря, забыли на какой-то период времени. Конечно, тут, ну, это вот такие организационные моменты. Это я просто пример привел, да. Вот. Помимо прочего, конечно же, там новое оборудование. Понятно, что невозможно вводить что-то новое, придумывать без нового оборудования. Это у нас впереди планеты всей. Вот на протяжении ряда лет стояли наши рентген-хирурги, наш ОРХ-МДЛ, отделение рентген-хирургических методов лечения. Оно было создано в рамках создания регионального сосудистого центра для проведения вот баллонной пластики, различных при инфарктах, инсультах. Вот. Ну, им показалось этого мало. Вот. Они внедрили активно очень там различные операции при многокамерных аневризмах, которые ранее пациенты у нас направлялись за пределы. Сейчас мы их оперируем у себя на месте. Это и вот очень актуальная такая тема. Это тромбоэкстракция сосудов нижней конечности, артерий нижней конечности. Очень актуальная тема, потому что в основном это больные у нас страдают сахарным диабетом. У них образуются тромбы, в первую очередь в нижних конечностях. И что у них? Начинается некроз мягких тканей стопы. То есть, так называемая диабетическая стопа. Вот. Эти пациенты к нам обращаются. И, ну, как правило, уже когда уже случилось там, да, и так далее. Тем не менее, определенную категорию пациентов конечность можно еще спасти. То есть, операцию делают, у него ставится кровоток. И вопрос ампутации уже не стоит. Все, он уходит домой на своих 2 ногах. А раньше это прямые товарищи, которые у нас шли на ампутацию. Помимо прочего, сейчас еще создается и эндокринологический центр Министерства здравоохранения. И там предусмотрели именно консультацию сосудистых хирургов с целью раннего отбора
вот именно этой категории пациентов с диабетической стопой, для того, чтобы их оперировать не когда у них уже палец почернел, а тогда, когда у них это должно произойти в ближайшее время. Но еще не произошло. То есть, вот это очень важно. То есть, эти пациенты просто к нам не попадут. Мы их соперируем, они к нам не попадут. И, собственно говоря, дальше будут жить полноценной жизнью. Понятно, что без ноги уже жизнь не такая полноценная. Вот. Оборудование, которое к нам поступает. То есть, есть большая поддержка именно нашего главы Александра Сергеевича Николаева. У нас уже вот который год в рамках перевооружения республиканской больницы выделяются средства. И вот только, если говорить только о 2023 году, да, у нас есть очень такое, ну, я вот и буквально о некотором оборудовании не скажу, да, которое, ну, очень дорогое и очень классное, без которого очень было сложно работать. Вот у нас микроскопный операционный нейрохирургический. Мы ранее его имели, он был 2011 года выпуска, по-моему, или 2010 года выпуска. Ну, понятно, у нас телефоны, да, поменялись там за 13 лет значительно. Вот. И, конечно же, микроскоп, он тоже... Он не просто увеличивает, он там видит раковые клетки там, и так далее. То есть, все это дело отличает. Ну, просто потрясающая вещь, очень дорогая, там десятки миллионов рублей стоит. И наша нейрохирургия, это все-таки тонкие материи, очень, очень активно его используют. Сейчас должен прийти еще навигатор нейрохирургический, там, да, эндоскопическое оборудование. Мы достаточно большое количество получили вот оборудования, которое просто, ну, вроде ничего, дефибрилляторы, например, да, вот ничего особенного у них нет. Мы получили 15 штук, да, в рамках программы, потому что они работают день и ночь. 24 часа в сутки, вот это вот. У нас же только реанимационных больных, там, да, порядка 60 человек ежедневно находится на койках. И, конечно, это оборудование очень нужно, оно очень быстро приходит в негодность, то есть 24/7, и практически вот любой аппарат, который у нас есть, компьютерный томограф, рентгены, операционные и так далее, они не выключаются. И как включили после ремонта, там, или когда его поставили, и вот выключили, когда он сломался. Вот это тот момент, когда он отдыхает у нас. Далее у нас он постоянно работает. Это и операционные лампы, операционные столы, лапароскопическое оборудование, ортоскопическое оборудование, там различные лампы, там, налобные осветители там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, куча всего. С-дуга, там, переносной рентгенаппарат. То есть, это оборудование, без которого, ну, очень сложно оказывать качественную медицинскую помощь. И это только 23-й год. Я молчу уже там о 22-м годе, когда мы получали оборудование. То есть, это все позволяет республиканскому учреждению поддерживать темп развития своего, далее развиваться, оказывать специализированную медицинскую помощь для того, чтобы наши пациенты получали, ну, максимально в короткие сроки помощь и, собственно говоря, далее продолжали активную свою жизнь. Ну, можно смело здесь подчеркнуть, что санкции, да? Нет, они не повлияли. Я не знаю, кто там как-то, может, что-то говорит. Лично вот мы не почувствовали абсолютно. Да, были определенные моменты, может быть, там изменения логистики там, и так далее. Да, но не было, вот, я могу абсолютно откровенно сказать, что не было у нас ни перебоев ни с лекарственными препаратами, никаких абсолютно. Ни с растворами, ни там с расходными материалами и так далее. То есть, ни с оборудованием. У нас все есть, и все отличного, хорошего качества. И мы продолжаем дальше работать. Не знаю, там, может быть, где-то на Западе там они там муссируют какие-то такие-то вещи. Там, да? Ну, реалии таковы. Мы как работали, так и работаем. Ничего не поменялось. Ну, еще самое главное, то, что еще и районные больницы, да, оснащаются. Конечно, конечно. И это вам большой плюс, потому что вы уже с собой, да, практически просто едете сами. Практически мы ничего с собой не возим. Если раньше вот ранее были попытки такой вот выездной работы, и столкнулись с такой проблемой, когда оборудование просто от нашей тряски вот этой, оно... Все, мы в один район съездили, и на этом все прекратилось. Вот, и далее мы уже как бы оборудование с собой не возили. А здесь вот желаю вам успехов. Будем за вами обязательно следить. Обязательно еще раз пригласим в гости. До новых встреч на нашем телеканале.